Я думаю, 3 минуты может хватит. Заявление. Заявление Татарского общественного центра Республики Башкортостан. Кемнер уяла сынып китә, какой тигез. Мандыйлар булса гәрдә. Менә монда язылган бөтенесе Рамил. Ул буллай бит әфәнде. Үзе аңласа бит, аңлар, аңа рәхмәт әйтербез. Аңламаса аңламас. Но аңларга тиеш, ул безнең кеше дип уйлыйм мин аны, әлбәттә. Заявление Татарского общественного центра Республики Башкортостан, город Уфа, 10 февраля 2015 года. В последние годы законодательство Российской Федерации постоянно ограничивает возможности национальных меньшинств многонациональной и многоконфессиональной страны в сохранении их самоидентификации, не говоря уже об их развитии. Чиновники российского правительства, подхватывая отдельные положения репрессивных законов, реализовывают, в кавычках, эти законы на территории Федерации, не задумываясь о последствиях. Одним из примеров является указание в конце 2014 года руководителя Центра этнокультурной стратегии из Института образования Ольги Артеменко при Министерстве образования Российской Федерации профильному Министерству Татарстана о необходимости изъятия из школьных библиотек всех учебников, литературы и пособий, книг с 5 класса и выше, выпущенных на татарском языке, под предлогом того, что книги на данный момент не лицензированы Министерством образования России. Требование изъять из школьной программы почти 10 миллионов учебников на родном для татарских детей языке со стоимостью миллиарда рублей является яркой иллюстрацией политики Федерального центра ускоренной ликвидации татарских школ в Республике Татарстан. Это одна из попыток принудительной ассимиляции татарской нации с помощью законодательных, исполнительных и других органов российского государства, которые никогда не замечают и не учитывают настроение меньшинства. Как в басне знаменитого Крылова «Волк и ягненок», где волк по принципу усиленного всегда бессильный виноват обвиняет ягненка словами: «Ты виноват в том, что я есть хочу». Что хочется мне кушать. Что хочешь, но это не столь важно. Что хочется мне кушать. Но там мир животных и зверей, а мы, граждане России, как бы часть человеческой цивилизации. Там определенность, если даже она отрицательная. У нас же полная неопределенность в нашем настоящем и будущем. Мы, члены ТОЦ РБ, считаем недопустимым в дальнейшем проведение в национальной политике Российской Федерации необдуманных действий. Жертвовать меньшинством ради амбициозных интересов большинства никто не должен. Все нации имеют право на жизнь, не только на декларативную, но и с реальными условиями для этого. Иначе это не 21 век. Российское руководство, Федеральный центр своей политикой как никогда должны сближать народы Федерации, принимать и реализовывать такие законы, которые приводят к межнациональному доверию и надежде на единый союз народов страны. Судьба татар не должна зависеть от таких чиновников Российской Федерации, как Ольга Артеменко или депутат Госдумы Владимир Жириновский и так далее, которые постоянно получают правительственные награды и благодарности за плодотворную государственную деятельность. Мы констатируем, что именно из-за таких деятелей, упомянутых выше, исчезает доверие в межнациональных отношениях в нашем обществе, которого очень трудно восстановить, исключив в обществе доверительные, равноправные, уважительные отношения между народами и гражданами страны, отрицая демократические общечеловеческие ценности и применяя в своей политике в основном только авторитарные технологии управления политическими процессами, то, что говорил Леонид, опираясь на примитивный шовинистический патриотизм массы большинства, руководство России никогда не найдет полноценный потенциал для развития страны. Непризнание этого постулата опасно для всех граждан России, независимо от их национальной принадлежности. Мы против такого будущего. Мы за Россию, где должна быть реальная гарантия сохранения нации и свободы их развития, прав меньшинства, свободы совести и вероисповедания, свободы СМИ, свободы предпринимательства и бизнеса, независимости суда, функционального соответствия правоохранительных органов, равенства всех перед законом, плюрализма мнений, права людей на информацию и так далее, без которых любое общество деградирует. Мы, граждане нашей страны, вместе с прогрессивной частью россиян,
за реформу и модернизацию страны, включая законодательство, за верховенство законов подлинно демократической Российской Федерации. Февраль 2015 года, ТОЦ РБ.